Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Сегодня у меня в гостях директор департамента организации продаж подразделения по цифровым регионам ПАО «Ростелеком» Денис Сибирцев. Денис Сергеевич, здравствуйте, очень рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Давайте для начала о том, чем компания, собственно, занимается на полях цифрового алмаза. Знаю, что третий год присутствуете. Какие основные направления работы? Да, третий год присутствуем, третий год поддерживаем. В этот раз расширили свое участие. В этом году мы представляем решения в основном в области ЖКХ, но не ограничиваемся этими историями. У нас много интересных продуктов, в том числе те, которые мы внедряем на территории Якутии. Вот на ваш взгляд, за 3 года форум вырос, изменился, повзрослел. На что сменился вектор, так скажем, развития, вектор обсуждения на площадках, возможно? Безусловно, форум растет, форум стал федеральным. Много интересных тем затрагивается, много дискуссий, много общения. Форум взрослеет. Он стремительно взрослеет, да? Вектор дискуссии, ну, смотрите, мы меняем тематики, которые представляем, коллеги, которые представлены на площадках форума, тоже представляют какие-то новинки. Из нового, конечно же, искусственный интеллект, это хайп во всем без мире, которого хайп, мы сейчас без никуда, которого да? сейчас никуда, без Алисы уже скучно. Поэтому да, ну, вообще региональные площадки, Якутия в особенности, очень чувствительны к новым тематикам. В Якутии очень серьезная поддержка стартап-движения в IT, поэтому здесь много интересных решений, правда, много. Вы сказали, что регионы, региональные площадки, региональные форумы очень чувствительны. Да. А почему так вы... Не знаю, это мое личное описываете? наблюдение, потому что, наверное, на больших площадках типа Восточного экономического форума сложно перестроиться. Здесь быстрее реагируют, здесь как бы живее организационные какие-то вещи проходят, поэтому, ну, как-то так, наверное, происходит. Ну вот смотрите, в прошлом году, на прошлых форумах, насколько я знаю, представляли ваши коллеги Ростелекома видеонаблюдение, умное освещение. Что представляете в этом году? Давайте уже конкретно. В этом году ЖКХ наш основной. Почему на ЖКХ? Потому что это комфортная городская среда, потому что это актуально с точки зрения различных мероприятий по эффективности, потому что, ну, в условиях напряженных бюджетных каких-то ограничений энергоэффективность, эффективность в сфере капремонта – это важно, это позволяет более эффективно тратить средства муниципалитетов и субъектов и достигать необходимых результатов для комфорта жителей. То есть это реакция на какой-то запрос населения, потому что, ну вот на мой сугубо потребительский взгляд, у человека, который пользуется ЖКХ, ну, коммунальными услугами, мне главное, чтобы в батареях было тепло, в кранах была вода, был свет. А вот как сюда еще и умная ЖКХ включается? Для каких целей? Давайте Да. на примере, допустим, капремонта. Ну, все в платежках платим, получают строчку капремонт. Не всегда видим, куда идут. Куда эти деньги. идут, не совсем понятно. Более того, такая проблема стоит ведь и перед органами муниципальной власти. А у муниципалитета городской тоже власти. такой же вопрос? Нет, они как бы распределять должны. Фонд капремонта должен справедливую очередность капремонта выстроить. Износ зданий разный. Даже здания одного и того же года, постройки по-разному себя чувствуют, так это назовем. Соответственно, необходимо проводить определенные мероприятия, чтобы понять реальную необходимость тех или иных мероприятий по капремонту. Мы как раз предлагаем проектные решения в этом направлении. И наши решения позволяют экономить фондом капремонта в текущем периоде до 20% затрат. Почти четверть затрат. Да, пятая часть, если быть точным. Причем мы это проверяли и в Центральной России, и на Дальнем Востоке. Просто было интересно. И, соответственно, это позволяет те же деньги пустить на более актуальные задачи в рамках того же капремонта. Ну, зачем менять, я не знаю, есть норматив, надо поменять
стропила, например, у здания там какого-нибудь. Зачем их менять, если они там из лиственницы, которая еще 400 лет будет Простоит, да. простоит и всех нас переживет. И здание, в общем, упадет, а стропила будут целы. Соответственно, вот эти вот вещи позволяют более эффективно использовать денежные средства, тем самым не повышать чек в платежке. Тем самым жильцы, граждане, жители города будут видеть большую эффективность вложений, больше доверия к власти, и, соответственно, это вот создает благоприятную атмосферу для развития муниципалитета, города. Ну, это в частности, это самое улучшение условий комфортной Да, городской среды, да, о которой вы да, говорите. да. Как еще можно изменить эту среду с помощью Ростелекома? Ну, про умный свет мы рассказывали в прошлом году, тем не менее, добавлю, есть там мастер-план развития города Якутска. Там есть освещение. Вообще вот города, которые делают мастер-планы, они планируют развитие на годы вперед, на десятилетия вперед своих городских агломераций. Соответственно, в рамках этого процесса, безусловно, это не только развитие промышленности, это развитие там, среды обитания граждан. То есть если человеку комфортно в городе, он не стремится никуда уехать, он хочет здесь быть. А это и развитие промышленности, сервисов, не знаю, чтобы свет был, чтобы вода из крана горячая шла. Ну, это же все привязывает гражданина. Ну, то есть человек, родившийся там, в городе, не склонен оттуда уезжать, у него там все родное. А если там создана комфортная городская среда, он там и остается, и это способствует развитию экономики. А насколько в таких проектах ориентируетесь на благополучателей, ну, я насколько понимаю, это уже непосредственно на жителей города? Ну, есть определенные, как сказать, формальные показатели. Мы сэкономили там столько-то киловатт-часов, мы сэкономили столько-то гигакалорий. Ну, соответственно, здесь есть и вторая сторона. То есть, если мы заходим в энергосервисное мероприятие, мы как инвестор, как Ростелеком, вкладываем деньги в некий проект. И есть заказчик, ну, публичная сторона, муниципалитет, субъект. У них есть определенные цели. У них есть экономия бюджета, у нас, как у инвестора, есть возврат инвестиций. Если достигнут эффект экономии бюджета, не без потери качества, потому что это там ключевое условие всех мероприятий государственных и муниципального характера. Если у нас, как у инвестора, достигнута окупаемость проекта, ну, по-моему, это вот единственное мерило с двух сторон. Вин-вин, вот эта вот система, да, о которой бизнес говорит. Как следствие, да, как следствие, ну, там, снижение, не повышение платежа за фонд, за капремонт. Это же вин для гражданина. Безусловно, ну, я думаю, это еще и вин в какой-то степени и для города. Конечно. Сама система умная. Давайте про нее еще поговорим, уделим ей внимание. Удалось ли реализовать ее в Якутске, опять же, в рамках мастер-плана, или только пока в планах? В Якутске мы ее презентуем. Мы считаем, что это актуально практически для всех городов Российской Федерации, ну, потому что у всех в платежках есть строка капремонт. Поэтому мы здесь презентуем, мы уверены, что тема актуальна. С другой стороны, если развернуть, ну, кроме многоквартирных домов, есть куча социальных объектов. Школы, детские сады, бассейны, спорткомплексы. Дорожная инфраструктурная сеть, та вот же это самая, все думаю, тоже да? требует вложений для поддержания. И тоже приоритизация актуальна в этом ключе. Ну, соответственно, наша задача решить эту проблему, достигнуть вот этого самого вин-вина, о котором мы чуть раньше поговорили. Денис Сергеевич, Якутия все-таки не самый простой регион. Я уверен, что таких климатических условий в нашей стране практически нет. Есть близкие к этому, но все равно. Перепады температур колоссальные, снега много, летом жарко. Как удается адаптировать вот эти технологии, собственно, к нашим погодным условиям? Насколько легко или, наоборот, тяжело заходить в наш регион с такими передовыми идеями? И легко, и тяжело. Одновременно? Одновременно. Легко, потому что люди в Якутии, заказчики муниципальные, государственные, бизнес-заказчики очень четко понимают, что хотят. Это, и быстро принимают решения, что немаловажно. Это как, видимо, условия жизни не дают долго раскачиваться. То есть ты или принял быстрое решение, или замерз. Или соответственно, мы перегрелся летом. Да, или перегрелся, да. Соответственно, мы воспринимаем Якутию как своего рода такой, ну, экстремальный полигон. То есть если там, в хорошем смысле. В хорошем смысле, конечно. То есть климатически это действительно очень серьезная история. Мы столкнулись с тем, что, например,
там, ряд наших там, аппаратных решений, их даже протестировать по сути. Ну, то есть есть там холодильники, где охлаждают, ну, не знаю, там видеокамеры до минус там, 50, а в Якутии может минус 60 быть. Еще охлаждение ветра Да, вообще. соответственно, таких камер, чтобы провести эти тестирования, ну, мы не находили там оперативно. В Якутии мы применяем специальные технические решения, подогревы камер, подогревы шкафов оборудования, там, не знаю, там, особые сорта стекла, если речь о светильниках идет, потому что тепловое расширение, чтобы, не дай бог, ничего не лопнуло. Соответственно, мы уверены, что если в Якутии это заработало, то на всей территории России это точно будет работать. То есть для нас это очень важная площадка. Ну, кроме того, что это очень серьезный субъект, самый большой субъект Российской Федерации, это еще и важная площадка испытания наших технологий. Плюс быстрое принятие решений, оно позволяет быстро реализовывать идеи. Денис Сергеевич, вот мне сейчас стало интересно, установить дополнительное стекло, подключить обогрев камеры, это же все-таки дополнительные затраты. Насколько наши погодные условия удорожают проект? Очень сложный вопрос. Кейс-бай-кейс, как говорится, но там видеокамеры в термокожухе, ну, соответственно, удорожают на стоимость термокожуха. Да, ну, то есть, ну, очень оценочно, я не знаю, от 20 и более процентов. Зависит от того, что вы делаете. Там, в части территории России там светильники уличные можно делать в исполнении с пластиковым стеклом. Это не несет каких-то там эксплуатационных характеристик, не ухудшает технических характеристик освещения. В Якутии нельзя, потому что пластик сожмется, и у тебя светодиодный светильник очень быстро придет в негодность. Здесь нужно стекло. Стекло, которое не подвержено терморасширению. Ну и вот подобная вещь. Вот раз мы с вами сегодня много говорим сейчас, по крайней мере, об освещении, давайте из зимы перенесемся в лето. У нас белые ночи, 1,5 месяца практически. То есть эти светильники, ну, грубо говоря, на мой личный взгляд, сугубо горожанина, ну, особо не нужны. То есть тут тоже какая-то специфика и на летнее время идет, насколько я понимаю, да? Ну, зимой есть темный период, темный и там период. 1,5 месяца их нельзя выключать. То есть тут то есть они баланс уравновешиваются. достигается. Да, уравновешиваются. Более того, ну вот наш опыт в других северных территориях, там Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ, говорит о том, что там повышенные требования к городскому освещению, потому что вот большое количество темного времени суток влияет на психическое состояние, на психологическое состояние людей, и надо свет не выключать. Более того, свет часто в северных регионах это не просто освещение, это еще и безопасность. То есть ты видишь дорогу, ну, то есть это уже как бы о выживании. Слушайте, я никогда не подумал, что к обычным лампочкам, казалось бы, уличному фонарю может быть такой научный подход. Денис Сергеевич, вообще, если в целом говорить об оценке эффективности внедрения новых технологий, новых цифровых систем, вот какова эта оценка сегодня? Ну, мы уже затронули, как рассматривать успешность того или иного кейса. Есть формальные критерии, есть рейтинги Минцифры, есть IQ городов, его считает Минстрой. Там куча параметров, цифровая зрелость в тех же дорогах применяется. Но это все правильные методики, они апробированы, они несут там определенные драйверы развития тех или иных направлений. Мы исходим из того, что, безусловно, там надо выполнять госпрограммы, надо выполнять государственную политику в тех или иных направлениях, требования нормативные. Ну и плюс мы должны достигать ожидаемых эффектов. Если мы достигли ожидаемого эффекта, это хорошо. Мы же не о пилотных проектах говорим. У нас уже во внедренных о внедрении решениях. Промышленном. Если у тебя пилотный проект, ты имеешь право на ошибку. То есть ошибка говорит о том, что ты сделал неправильные предпосылки, тебе надо сделать что-то по-другому. Когда ты говоришь о промышленном внедрении, ты должен достигнуть то, чего ожидается. Поэтому рейтинги – да. Но вин-вин – это тоже да. Это тоже важно. Я думаю, да. Денис Сергеевич, предлагаю поговорить о том, что вот любое партнерство крупного бизнеса, крупной компании с регионом – это в первую очередь еще же и взаимодействие с представителями региональной, муниципальной властей. Как идет в этом направлении работа у Ростелекома с Якутией, и с Якутском, конечно, тоже? Ну, вообще я представляю сегмент, который работает в направлении региональной муниципальной информатизации. Соответственно, это наши ключевые заказчики. И
В Якутии очень благоприятный климат, именно деловой. Бизнес-климат, да. Бизнес-климат. В том смысле, что успешный проект случается тогда, когда заказчик знает, что хочет, адекватно оценивает, каким образом этого можно достичь, а исполнитель адекватно понимает запрос заказчика и предлагает правильное решение, и финансовое, и техническое. Соответственно, в Якутии это очень часто складывается. И это огромный плюс региона. Это, опять же, здесь очень хороший деловой климат. То есть я понимаю, что обе стороны здесь смотрят, простите за каламбур, в одну сторону. Да. Денис Сергеевич, вот мы сейчас с вами сегодня говорим о умном городе. Я вот в контексте своей собственной квартиры примерно представляю, что такое умный климат дома. Это там умные розетки, вот эти вот колонки, умное ТВ. А в ближайшей перспективе сможем мы напичкать, грубо говоря, город вот этими умными технологиями, чтобы все делалось по щелчку? Буквально вот, что тебя сопровождает условно искусственный интеллект от выхода из дома, от домофона даже того же, до поездки в автобусе. Или это совсем далекое будущее, урбанизация, которая нам не гласит? На эту тему есть очень много смешных роликов, начиная с лифта, с которым надо говорить без акцента. Я думаю, да, мы к этому придем. Это очень длинный процесс, безусловно. Мы придем и к беспилотному транспорту, и эти истории уже начинаются в Российской Федерации. В России есть полигоны, где ездят беспилотные грузовики. В Москве есть доставка роботами, я не знаю, чего-нибудь из Яндекс.Маркета. В Казани целый Иннополис есть. В Казани целый Иннополис, где беспилотные такси. Соответственно, соответственно, это и инфраструктура связная, потому что без связи нет связности. Это и технологии, которые позволяют оперативно принимать решения, то есть это вычисления. Это вот те же самые чаты, GPT или гигачат имени Сбера, тоже очень достойное решение, Кандинский знают во всем мире. И это и датчики, счетчики, различные рода исполнительные устройства. Мы в эту сторону движемся, мы это не замечаем. Ведь 5 лет назад вам бы сказали, у вас дома будет умная колонка, вы бы поверили вообще, что с колонкой можно разговаривать? Что телевизор можно и разговаривать с телевизором. Да. А умные розетки? Умные розетки, да. Когда можно утюг выключить, даже если тебя нет дома. Да. То есть цифровое будущее, оно уже настало. наступило, да? Оно уже настало, и оно незаметно наступает. Оно каждый день добавляет что-то. Вот это же медаль со второй стороны. Есть же и противники этой цифровизации, которые говорят о том, что нас ждет восстание машин, у нас будет бунт тостеров, все данные будут слиты. Как в этом направлении работать? Вообще терминатор появится. Вообще терминатор появится, да, Т-1000. Это огромная проблема. Мы наверное, не сможем ее охватить. Безусловно, есть некие попытки регулирования искусственного интеллекта. Есть некие моральные истории, которые необходимо, безусловно, поддерживать. Есть регуляторика. В этом плане в Российской Федерации очень последовательно и аккуратно это все делают, поэтому риски такие существуют, но как искусственный интеллект без естественного интеллекта бесполезен. То есть если ты не обладаешь интеллектом, ты управлять тостером не сможешь. Поэтому здесь обязательно мы будем это делать это долго, будем, возможно, всегда. Потому что технология не стоит на месте, соответственно, будут вставать проблемы этические, моральные, регуляторные, безопасности, то есть тот же инфобез, об информационной о котором, кстати, очень много говорят. Да, очень много говорят. Почему? Потому что умные розетки, в том числе. Которая сама захотела и которая захотела включить утюг почему-то, да. Поэтому это важно. Дмитрий Сергеевич, вот говоря об инфобезе, о котором многие ваши коллеги говорят, они в свою очередь, знаете, к чему апеллируют? К тому, что на данном этапе нашего технологического развития на искусственный интеллект можно перекинуть скучные задачи, которые не хочет решать. Ту самую не информационку они называют, операционку это называют. Вот есть ли какие-то процессы в управлении городом, которые можно сегодня перекинуть на искусственный интеллект, чтобы он этим решал? Да, вполне. Те же интеллектуальные транспортные системы, то есть управление трафиком, управление светофорными объектами.
без проблем. Это лучше делает машина, чем человек. Но опять же под Потому контролем. что она, да, безусловно, ты задаешь алгоритмы, ты задаешь граничные условия, пограничные какие-то моменты, ты задаешь какие-то выходы из этих алгоритмов. То есть если там что-то случилось, то зеленая волна, там, машина скорой помощи должна проехать в приоритете. Ну вот эти все вещи. Но машина считает быстрее. Она может просчитать там всю цепочку перекрестков по городу, тем самым уменьшить количество пробок, ускорить движение общественного транспорта. Ну, Вот мы сегодня с вами очень много говорим о разработках Ростелекома, в частности, те, которые внедряются в городах. Кто за этим стоит? Привлекаются ли какие-то сторонние компании, или все собирается нашими отечественными умами, отечественными технологиями в том числе? Это к вопросу об импортозамещении, опять же, и насыщении и безопасности. И безопасности, да. Да, то есть все разработки Ростелекома — это отечественные разработки. У всех серьезных крупных компаний, у всех госорганов, муниципальных органов стоит задача импортозамещения. Это информационная безопасность страны в целом. Это не пустые слова, потому что, ну, как бы есть недружественное окружение, так скажем. Безусловно, в разработках Ростелекома участвуют сторонние компании, сторонние команды. У Ростелекома есть опыт взаимодействия там, с крупными игроками, со стартапами, не знаю, с студентами. Например, да, у нас есть там совместный проект с Новосибирским государственным университетом, где команды студентов на платной основе за счет федерального гранта и финансирования Ростелекома создают алгоритмы видеоаналитики для того же управления, например, транспортными потоками. У них это получается. Потому что, ну, очень живые умы у молодых людей, главное создать им соответствующую среду и правильно поставить задачу, проводить там какие-то менторские и целеполагающие питчи, да, и все получается. Вы упомянули стартапы, как бизнес, ну, в частности, имею в виду Ростелеком, сотрудничает со стартапами, потому что это же большой риск того, что, ну, не выгорит. Есть ли какие-то удачные практики, которые из стартапа стали, допустим, если помните, непосредственной частью экосистемы? Ну, наверное, есть. Смотрите, да, стартапы — это там венчурное финансирование, это вообще история про повышенный риск. И, кстати, Якутия очень активно поддерживает стартапы, это прям, это видно. У нас целые экспедиции есть, да, стартапы. Как говорят, шутку такую вот услышал буквально вчера: Якутия — это от оленя до единорога. Единорог в смысле миллиард долларов. Лексикон стартаперов. И такие в Якутии случились трижды, насколько я знаю. Соответственно, ну, у нас есть внутренние стартапы, у нас есть истории, которые мы извне привлекаем, увидев там интересную тематику на аналогичном форуме. Мы просто берем команду там в работу. Мы, может быть, не всегда впрямую их финансируем, но мы помогаем им выйти из их вот узкого рынка. То есть у стартапа, когда он даже сформировался, когда у него есть продукт, его задача же расти в дальнейшем. Ему надо выйти на рынок шире своего города или субъекта. Соответственно, мы несколько удачных идей, ну, конкретно наш сегмент, на всю Российскую Федерацию раскатываем. Ну, то есть, ну, плюс внутренние стартапы, внутри компании мы поддерживаем. У нас есть целое движение эффективного производства, где люди там генерят идеи, им предлагается там определенное финансирование, и они реализуют это, и получаются эффекты на экономию, на развитие. Денис Сергеевич, а как вот вы упомянули один пример того, что на одном из форумов нашли такой интересный стартап. Вообще, как часто такие звездочки удается отыскать на форумах, в частности, подобных цифровому алмазу? Или это шанс 1 на миллион? Ну, 1 на 100 тысяч. Это как 50 на 50, или нашел, или не нашел, скорее так. Я не могу, наверное, привести объективную статистику. Такие интересные идеи есть практически на каждом форуме. Ну, отчасти же они для этого и создаются, чтобы заказчик, и бизнес, точнее, и разработчик, они друг друга нашли. Потому что крупные игроки на федеральном уровне общаются друг с другом, очень активно делятся там какими-то историями, конкурируют.
А найти что-то свежее, да, и у крупных игроков случаются озарения, и не реже, наверное, чем у всех остальных, но просто как никогда нельзя придумать все, что тебе одному все, что придумает вот там какой-то коллектив, сообщество, а тем более большое. Денис Сергеевич, возвращаясь к форуму «Цифровой алмаз», на котором мы с вами находимся, как оцениваете работу, что удалось сделать за первый день? Насколько был он плодотворен? Первый день мы презентовали решение официальным лицам Якутии, общались по поводу там, развития наших проектов. Я считаю, это очень эффективная история. Сегодня мы общались с несколькими, ну как это уже не стартап, это уже как бы стартап-переросток, назовем это так. Стартап-подросток, да? Да, подросток. Соответственно, вот и их идеи нам понятны, интересны. Мы хотим протестировать эти гипотезы на всей стране и в ближайшее время, наверное, будем какие-то сотрудничества организовывать. Мы можем завесу тайны приоткрыть? Я думаю, пока нет. Хорошо, тогда пусть это будет сюрпризом и для Якутии, и для всей страны. Вообще форум вот этот республиканский в третий год проходит, о чем мы сами в самом начале поговорили. Какие-то результаты прошлых годов удалось уже, так скажем, претворить в жизнь, помимо системы цифровизации? Какие-то встречи, обсуждения, диалоги? Ну, встречи, обсуждения, диалоги приводят к реализации тех или иных проектов. Да, у нас есть там платформенное видеонаблюдение в городе Якутске. И, соответственно, это результат в том числе диалогов на форуме. Соответственно, у нас есть там по дорожной тематике целая серия проектов, которые тоже как один из результатов форумов предыдущих. Соответственно, форумы, они же создают, кроме общения с коллегами, заказчиками, стартап-сообществом, какими-то айтишными людьми, они же создают еще и некий более непринужденный, что ли, стиль общения друг с другом. И это всегда атмосфера открытости, доверия. Она создает благоприятную среду для дальнейшего Вы сейчас успеха. упомянули систему платформенного видеонаблюдения, Да. которая заработала. Да. Давайте к ней вернемся. Я помню, что когда она только начинала свое здесь присутствие, многие говорили о том, что все, мы под колпаком, большой брат и так далее. Как она себя показала, какие есть результаты, что вообще за платформа? Может, кто-то с ней не знаком еще из наших зрителей? Большой брат — это немножко не у нас, даже не Я в России понимаю. и точно не в Якутске. Ну, вы поняли, о чем я Да. говорю, да. Это, как бы вот там южные наши соседи Китай, вот там, да, там примерно большой брат уже скоро будет. Раскрываемость преступлений, уличная преступность, там, где развитые системы видеонаблюдения, по сути, уходит. У нас есть примеры муниципалитетов, крупных достаточно, где там часть муниципалитета закрыли системой видеонаблюдения плотно. И там уличная преступность исчезла. Да, она переходит там в другие формы, в кибермошенничество, в звонки коллекторов там, и в прочие забавные, в кавычках, конечно, да, в прочие формы. Соответственно, Как себя показала? Благонадежному гражданину, законопослушному гражданину Бояться нечего, здесь да? нечего абсолютно. Это создает ему безопасность. Это позволяет ответственным там, органам быстрее реагировать и предупреждать. Более того, это же влияет и на ту же комфортную городскую среду. Там, видеонаблюдение — это не только кто там у кого сумку украл и убежал, или там велосипед угнал. Это и про там, вовремя вывезенный мусор с контейнерной площадки, или там про убранный снег. Убранный, причем убранный. То есть это еще система, где можно условно пожаловаться на недобросовестных? Ты как гражданин, безусловно, можешь жаловаться, но... Я люблю это жаловаться, особенно в коммунальной сфере, только я этим занимаюсь. Система видеонаблюдения это позволяет делать в автоматическом режиме. Если стоит камера, которая смотрит там, на улицу или площадь, и там должны убрать снег, но его почему-то не убрали, об этом может видеоаналитика сообщить, и будут приняты соответствующие меры. Вот как-то так, наверное. То есть, получается, система, опять же, о которой мы с вами сегодня много упоминаем, win-to-win, только в этот раз не для бизнеса и получателя этого бизнеса, а для жителя города и системы, которая им управляет, правильно? Да, для жителя города, для органов охраны правопорядка, для коммунальных служб города. Все это вот
это многогранная история. Ну, безусловно, это невозможно, я думаю, и без самого главного, чем, собственно, и славится Ростелеком, это без хорошего покрытия интернетом. Это важно, это базис. Я об этом уже говорил, что без связи нет возможности развивать наложенные сети, наложенные системы. То есть если ты хочешь там умную камеру или умный там пешеходный переход или умный светофор, тебе надо обеспечить его связь с центром обработки данных, где вся умность и крутится. Соответственно, да, у Ростелекома там большие, огромные сети по всей стране, и фиксированной, и мобильной связи, и я думаю, что там в перспективе там 3-5 лет появятся сети 5G, которые как раз приведут нас еще ближе к умным городам. Опять же, это очень, я думаю, ожидаемое в нашем регионе тоже. Денис Сергеевич, хочу еще вот поговорить, возвращаясь в последний раз к теме ЖКХ, система прогнозирования возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Все-таки коммунальная система – это такая, в которой нет-нет, да и сбоит. Есть ли какие-то наработки в этом направлении? Прогнозирование и, возможно, безусловно. устранение? Смотрите, допустим, котельная, ну то, с чего начинается тепло в доме, в районе, в городе. Чтобы условно я не звонил и не жаловался. Мы строим в рамках проектов энергосервисных, мы строим новые котельные. Мы строим не просто там переводим с угля на газ или с дизельного топлива на газ, что уже само по себе влияет на эффективность и экологию. Мы строим умную котельную, которая там температуру теплоносителя поддерживает не кочегаром, а автоматически, которая в зависимости от погодных условий регулирует температуру теплоносителя, чтобы не было перетопа. Потому что как мы регулируем температуру дома? Мы открываем форточку. Либо закрываем батарею. Да, либо закручиваем батарею, но это не у всех, а форточка-то у большинства все-таки есть. Соответственно, она сама себя диагностирует, эта умная котельная. Она понимает, что здесь вот там уровень масла упал, необходимо провести мероприятие. Здесь там произошли какие-то истории, там на каких-то там подвижных частях необходима регулировка. Она об этом сообщает. Более того, когда накапливается определенная статистика, математика, бигдата говорит, что вот чуть-чуть раньше, чем меж-ТО интервал, надо провести такие-то мероприятия. Или наоборот, ТО можно чуть-чуть сдвинуть, потому что там режимы работы были менее нагружены. Это позволяет там второй этап экономии достигать. Ну, кроме того, что ты автоматически, ты сэкономил на топливе, на теплоносителе, газ дешевле, чем дизель. Ты там создал более экологичное производство, ты регулируешь погодно температуру теплоносителя, ты экономишь на техническом обслуживании, потому что самодиагностика и алгоритмы позволяют это делать. У тебя очень много позитивных эффектов. И своевременно реагируешь в случае того, что если что-то перестанет... Если говорить вообще о реакции на какие-то чрезвычайные ситуации, это в ЖКХ это большая проблема. Да, и правда. особенно у нас в регионе, где любые простои в зимнее время особенно, я думаю, не сразу все разморозилось и замерзло. Есть целые, это огромная проблема изношенности коммунальных сетей. Ее, к сожалению, там глобально решить не получается, потому что это дорого, это долго. Но есть там определенные наработки в системах анализа утечек, например, в системах там, предотвращения этих же утечек, в эффективном анализе износа хозяйства того или иного. Вот такие вещи. Денис Сергеевич, в заключение. 1,5 месяца осталось до конца года. Я думаю, что на цифровом алмазе тоже в этом году будут какие-то итоги подводить. Успеете ли все планы, которые намечены были на этот год, выполнить? Или, может быть, уже все выполнено и осталось только перевыполнить? Планов всегда громадье. Конец года всегда очень активная история и для компаний, и людей как сотрудников, и людей как людей. Поэтому мы рассчитываем, что все выполним, чего желаем и всем жителям Якутии, чтобы все сбылось и выполнялось вовремя. Если серьезно, то да, компания планомерно развивается.
выполняет свои обязательства, выполняет те проекты, которые внутренние, внешние, государственные, бизнесовые. И надеюсь, что мы также и будем трудиться на благо нашей страны. И на благо каждого его жителя. Денис Сергеевич, спасибо вам за интересную беседу. Я уверен, что с такими темпами развития, которые сегодня набрала и поддерживает компания, у нас в домах не только скоро будет стоять пресловутые роутеры, умная колонка, но все мы будем передвигаться по улицам, которые освещают умные лампочки, а свои счета за ЖКХ нам значительно позволят экономить ваши умные системы. Спасибо еще раз, что пришли к нам в студию. Спасибо. Ну и на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.